В начале 21 века мы все чаще вспоминаем начало века 20-го. Аналогий и параллелей масса. Не все произведения, созданные в те годы, выдержали проверку временем. Но некоторые, например, драмы и комедии Карима Тинчурина, сейчас особенно популярны и востребованы. С 15 по 21 сентября в Татарском государственном театре драмы и комедии проходил 7-й международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина. Фестиваль учрежден Министерством культуры Республики Татарстан и проводится при поддержке правительства республики и при участии Союза театральных деятелей России. Этот фестиваль, я немножко погрузилась в его историю, он проходил когда-то давно, потом он был прекращен, там какие-то были, было трудное время, возможно. И сейчас театр Карима Тинчурина его возродил. Причем он возродил его не просто, что вот он его реанимировал, он его сделал на качественно другом уровне. Действительно, за свою многолетнюю историю фестиваль претерпевал всевозможные организационные изменения, но цель оставалась постоянной – сохранение культуры и искусства различных национальностей. Первый фестиваль состоялся в 1991 году и имел статус республиканского. В 2014 году границы фестиваля расширились, он стал международным и теперь объединяет и сохраняет национальные искусства разных стран. Фестиваль поменял свое направление. То есть в этом году приглашаются коллективы, театральные коллективы, которые играют свою национальную драматургию на своем родном языке. К нам в первый раз приехали хакасы, калмыки, казахи. То есть это ново, но я вижу, что люди приезжают с огромной радостью, и зрители их принимают прекрасно. Принять участие в фестивале пожелали театры из Белоруссии, Украины, Казахстана, Карелии, Хакасии, Горного Алтая, Башкортостана, Чувашии. Для участия в конкурсе было отобрано 8 театров, спектакли которых вошли в фестивальную программу. Это не фестиваль соревнования, это фестиваль встречи национальных театров, людей, которые создают национальный театр, которые берегут его, что называется, приумножают. И фестиваль дает возможность этим людям встретиться, вступить в некий диалог, показать то, чем они занимаются, и не выявить там, кто хуже, кто лучше. Увидеть, что делается в одном театре, в театре Башкирии, что делается в театре Татарстана, что делается в Хакасии. И просто создать некий такой творческий диалог. Московский театральный критик Елена Глебова отмечает, что Тинчуринский театр не просто выполняет свою ежедневную миссию, но и создает творческое пространство для других театров, объединяя их. Одна из основных проблем, озвученных представителями театральной общественности, это отсутствие качественного материала, нехватка пьес, отражающих национальные особенности разных народов. Фестиваль назван именно фестивалем национальной драматургии, потому что когда мы говорим о российском театре в целом, мы почему-то в основном имеем в виду русский театр, забывая о том, что Россия у нас настолько многогранная страна, и что есть так много культур, которые имеют свою особенность и имеют свои театры, имеют свои театральные школы национальные. И мы иногда забываем об этом. То есть это как-то ходит на второй план. Человек, театр, жизнь. Этот девиз театра имени Тинчурина демонстрирует место театра в нашей жизни и наше место в театре. Режиссер из Калмыкии Борис Манджиев говорит, театр не лечит, но может поставить диагноз. Театр он не лечит, он просто ставит вопросы, то бишь звонит в колокол. Говорит, ребята, мы опять наступаем на грабли. И зритель, посмотревший спектакль, наверняка очнется в этот вечер. Может, ради этого стоит ставить спектакль. Я не ставлю большой миссии излечить весь мир своим спектаклем. Не дай бог, я и не бог. Но беспокойство есть. И только тогда каждый вечер артисты выходят, чтобы вот так вот бить колокол. Сибайский государственный башкирский театр драмы и комедии привез на фестиваль остроумную историю о любви.
Бедный юноша и девушка из знатной семьи влюблены друг в друга, но обстоятельства мешают им быть вместе. На помощь героям приходит Шомбай, знаменитый персонаж башкирского фольклора. Остроумие не занимать не только самому Шомбаю, но и всем героям пьесы «Волшебство любви» или «Сват Шомбай». السلام عليكم.